Всем привет, всем здравствуйте! Это понедельник, добрые новости. Нас не было в эфире, знаете сколько? Почти месяц. И мы вернулись. с добрыми новостями и с Олей Паук. Если вы сейчас нас смотрите, можно поаплодировать, а лучше что-нибудь приятное напишите Оле. Она у нас в студии первый раз. Надеюсь, не последняя. Поэтому пишите что-нибудь приятное вот этой прекрасной девушке. Да, просто мы обычно Андрея к себе зовем, и я подумала, что надо восстановить баланс. Вот поэтому я сегодня Будем ходить друг к другу в гости, да? Да, это, знаешь, это ограниченное количество белорусов в Вильнюсе, поэтому пошли по второму кругу. Ой, я тебя приглашу к себе еще, знаешь, куда? На урок литовского языка. Хочешь? Да, Хочешь? супер. Все, отлично. Если вы еще не смотрели наши уроки литовской мовы и белорусской мовы, обязательно посмотрите, они есть на нашем канале. Я думаю, что вы уже видели все. Супер. Итак, да, Оля красавица пишет не сварбу. По-моему, вот этот человек не сварбу, он пропускает ни одного стрима на всех каналах. Да, мы видим его и на Рудобелке, да. Именно из-за этого ника я выяснила, что слово не сварбу обозначает неважно. Ну, то есть, когда человек не хочет писать ни своего имени, ни фамилии, так что своим ником расширили мой узкий словарный запас. Какие ты еще знаешь литовские слова? Ой, слов отдельных я знаю много, но моя проблема в том, что я не могу из них делать предложения. Соединить их не можешь, да? Я очень сильно боюсь окончаний, я уверена, что я точно сделаю неправильно, поэтому у меня немота нападает. А так вообще много знаю. Вот столос, например, вандо. Только не столос, а сталос. Сталос. Да, буква А. Ну, мы когда-то смеялись с моими друзьями-белорусами, когда мы просто представляли ко всем обычным русским словам окончание «ас». Типа «вилкас» там. Знаешь, что вилкас? Да, это волк. Это волк, а да. вилка – это шакута. Шакута? Шакута. Да, у нас язык мягенький. Это самый противный для меня звук, потому что у меня он не получается, но недавно я узнала, что его надо говорить как «и», только шире раскрывать рот, и получается «э». Ну как Что такое? Вот. Есть две буквы Е, одна с точкой Е. Вот есть одна а другая Э. Да, и сколько раз я не пыталась этот звук повторить за литовцами, мне кажется, я уже прямо делаю, прямо идентично. Они говорят, нет, не так, Слушай, я когда сдавал экзамен литовского языка в школе, и, в принципе, в университете то же самое, у нас был предмет, назывался «Культура языка». Я вот эти точки над «э» и «е» ставил просто на угад. Конечно. Ну, угадал? Хоть когда? Сдавал экзамен как-то, да. Как-то сдал, в общем. Теперь блогером работает, все мы знаем теперь. Почти белорусским почти, да. Вот. Я понимаю, что литовский не нужен язык, я буду изучать белорусский язык. Оля, богатая будет, да. Я ее не узнал сначала на превьюшке. А я не видела, какую фотографию ты выбрал. Самую лучшую. Они у тебя все хорошие, но выбрал самую лучшую. Да, вот я думаю, наши подписчики не дадут нам соврать. Подписчики, да, нам перейдут привет. Лешкевич Ольга, здравствуйте, дорогие, привет из Гродно. Гродно, огромнейший привет, это я в Гродно был. Ты тоже, наверное, была, да? Ну, только, кстати, на вокзале, и очень печально, что не удалось мне погулять как надо по Гродно, потому что все белорусы просто в восторге, как правило, от этого города. Так что ждем, и тогда обязательно в гости приеду. А я в Гродно, у меня такие воспоминания очень хорошие, очень теплые в прямом смысле, я там был в бане. Да, я приехал в баню, да, там были очень горячие даже воспоминания. Влажные воспоминания. Влажные, теплые, такие скользкие немного, но приятные воспоминания. Я помню, что мы из этой бани нас тогда парил один мужчина взрослый, а он спортсмен. В прошлом, конечно же, но нас так отпарило, что мы прямо вот на четвереньках вылазили из этой бани, представляешь? Ну, это было классно. И, в принципе, вот сейчас я попыталась представить, да. Да, даже немножко спотнула, наверное, от этого. Не сварбу, тот, который неважно пишет «Пауки, мои любимчики». Ну вот, очень приятно. Да. Привет, Оля. От Оли. Могу слушать новости из Беларуси только из Олиных уст. Боюсь читать Белгазеты в одиночестве. И не надо. Да, не надо. Тут надо иметь иммунитет, потому что неподготовленный человек может просто очень сильно пострадать. Нервы. Да. Лучше приходите, я за вас почитаю. Напоминаю, что можете заказы делать. Если вы хотите, чтобы почитали газету именно вашего района, то просто мне напишите. А ты не думала, надо читать литовские газеты? Думала, и даже покупала литовский курьер. И знаю, что есть еще какая-то газета «Обзор». Я хотела сказать «Экспресс-неделя» есть еще. Вот «Экспресс-неделя» «Пенсионер».
Мгм. Мы что-то хотели вот прочитать, но как-то вот Мимо пока. Мимо пока. Пока мимо. Слушай, там очень забавные газеты, потому что они... А ты какую такие... советуешь? Никакую. Вот в принципе, никакую, да. Но какую бы ты ни Ну, в купил, там принципе, будет весело. Да, но русскоязычные, да, Да. газеты в Литве, это, как правило, не очень хорошая пресса, да? Да, потому что там такая, типа, вот сейчас придут большие спасители и нас спасут, но имеется в виду Россия. Вот примерно подача такая какая-то. Ну, либо ждут спасителя, либо как закатывать огурцы. Вот две темы там, в принципе, самые основные. Так, ну хорошо. Значит, ждем новые свежие литовские рецепты закаток. Да, да. Нам передают еще привет из Слонима. Это фанат Саренкова, у него такой ник, фанат Саренкова. Его тоже зовут Женя, кстати. Супер. Мы перейдем огромнейший привет Скоро Жене в он Слоним. поменяет фамилию, имя уже не надо. Да, да, да. Ну, в принципе, уже там немного осталось. Оль, смотри, сегодня у нас добрые новости. Ты знаешь, что такое добрые новости, если говорить о Беларуси? Вообще очень сложно, особенно и сегодняшний день, да и каждый день. Даже не могу представить, поэтому вот действительно я не в курсе, что там подготовили. Я прочитала только заголовок самого стрима, вообще ничего не поняла, поэтому я сегодня как новенькая тут ничего не понимаю. Нет, не знаю, какие Смотри, хорошие новости. здесь мы рассказываем и говорим о том, что хорошего произошло в Беларуси, в ее границах, за границами Беларуси и порой даже за рамками здравого смысла. А ты понимаешь, что ты сейчас вот своим стримом Да. ломаешь то, что говорят государственные журналисты в Беларуси, потому что вчера мы читали, Так. что, оказывается, всякие заграничные журналисты, они вообще не журналисты, потому что они ищут только всякие гадости, а вот всякое хорошее пропускают мимо, типа то, что построили школы, или там больницу открыли, или там вот медали выиграли, вот, так ты Вот, значит, сегодня, прямо антипропаганда, как она сегодня есть. мы будем искать и, как говорится, выцеживать то самое хорошее, что случилось в Беларуси. Выцеживать. Это сложно, это сложно, Классное поверь. слово «выцеживать». Да, ну, а по-другому Белорусское, никак. Белорусское. Белорусское? Такое, ну да. Ну, цедить, да. Такие Выцеживать. по-русски вроде бы так же, нет? Цедить тоже такое. Ну, мне прямо вот даенку вспомнила и корову с бабок. Сцеживала молоко. Для меня это такое белорусское. Ну, в общем, да. Что у тебя хорошего произошло за последнюю неделю? Ну, За кроме того, что ты предыдущую? вакцинировалась. Да, вакцинировалась. Сегодня буду пить много воды, потому что тромбозы обещают. Так страшно. Так я буду, может быть, и не с Слышь, да одним не бойся, все стаканом. будет хорошо. Кстати, напишите в комментариях, вакцинировались ли вы. Мы как-то проводили у нас опрос за вакцинацию ли наши зрители, и примерно было поровну, но чуть-чуть было больше, типа, что против нее, Да. люди Но, боятся. кстати, адекватный у вас, значит, опрос, потому что я прочитала по Литве, Да. 56% против, но не столько вакцинации, сколько вот этой Обязательно. принудительной Да, вакцинации. да. Собственно, на меня, конечно, тоже подействовало в первую очередь именно введение ограничений, потому что и так тяжело было весь предыдущий год жить в таких условиях, ну и хочется чувствовать себя более-менее комфортно. Вот. Но а так у меня было много сомнений, потому что, с одной стороны, мы уже 2 года практически живем в условиях пандемии, я не заболела, никто из моих знакомых, вот именно из моей семьи не заболел, хотя, ну, близкие друзья были случаи. Вот, так я думаю, может, я вообще ему не подвержена. Может, это такой же врожденный иммунитет. Да, может быть. Слушайте, Ну вот это вот для меня было такие весы, я не знала, что с этим делать, но сегодня мы пошли, в Литве очень интересная система с этими автобусами, потому что приходишь на один пункт, если там нет той вакцины, которую ты хочешь, то в интернете ты можешь посмотреть, где курсирует автобус с теми вакцинами, которыми тебе подходят. И ты едешь. И сегодня я увидела этот ажиотаж, реально в очереди стояло больше сотни человек, я простояла в очереди больше часа. Мне не понравилось. Но, тем не менее, я вижу, что... Больше не хочешь так, да? Не хочу, да. Поэтому, знаешь, я еще действительно не знала, какую сделать вакцину, потому что в этом автобусе был Pfizer и Johnson. И вот именно из-за того, что я выстояла эту длиннющую очередь, я выбрала Джонсон, чтобы второй раз уже не стоять. Слушайте, я вакцинировался Pfizer'ом, я, в принципе, его и ловил. Я не знаю почему, я тоже был подвержен разным отзывам, типа, что Pfizer, типа, самый такой менее опасный, хоть и долго там все проходит, да, довольно-таки, да, 2 вакцины нужно, но я вакцинировался, все хорошо, и мы с вами говорим только о хорошем, поэтому вот
Оля говорила о том, что у нас вступают ограничения. Да, у нас с сентября вступают ограничения. Те, кто... Достаточно серьезно. Да, серьезно. Те, кто вакцинировался, они могут носить маски только вот, если захотят. Причем везде. Ну а так, в принципе, можно в магазинах, в кафе, в ресторанах, неважно где, ходить уже без масок. А если вы не вакцинировались, вот тогда у вас есть проблемы. Вы и в общественном транспорте не можете ехать, в принципе. В магазины только какие-нибудь маленькие только, ходить да. специальные. Ну, аптеки, само собой, понятное дело. А в ресторанах только на улице. А так как сейчас скоро осень, зима, на улице не особо-то и посидишь. Вот поэтому и большие очереди. Да, наперед пишет, я тоже Джонсоном вакцинировался. Вот так вот, да. Полностью вакцинировался месяц назад, Ольга пишет. Татьяна, да. Татьяна вакцинировалась, не сварбу, я 2 раза уже Pfizer. То есть, смотрите, те, кто нам сейчас отвечает, вакцинированы. Поэтому у нас самый безопасный стрим. То есть мы от друг друга уже не заразимся, и это хорошо. Давайте, наверное, приступим к добрым новостям, потому что их на самом деле... Много поднасобирали за месяц? Ну так, да. Я такие основные старался брать новости. Есть у нас еще такая рубрика, которая называется РБ. Редкостный бред. Прикольно. Да, редкостный бред. Вон там будет сегодня новостей нормально. Там будут такие вообще бред. Не веселые, но дебильные до посинения пальцев. Итак, первая добрая новость. Не так давно, вы все в курсе, закончилась Олимпиада, которая прошла в Токио. 2020 она называлась, потому что пропустили 1 год. Ты следила за Олимпийскими играми? Это я, как все, уже миллион раз слышала эту фразу, что в прошлые годы хоть как-нибудь, следишь, либо за общим этим подсчетом медалей, отчетом, либо за своей страной. В этот раз вообще нет. Единственное, конечно, были моменты радости, когда белорусы проигрывали. Действительно, это что-то такое было интересное, но, по крайней мере, это казалось справедливым, потому что туда все-таки люди поехали, которые поставили какие-то свои корыстные выгоды, да, то есть против здравого смысла, против всего доброго и хорошего. Поэтому вот то, что они там чего-то выиграли, такое себе. Но я говорю, что мне очень нравится, как прошла эта все равно Олимпиада, именно из-за того, что Беларусь хоть мало чего выиграла, но известная стала, наверное, больше всех остальных стран в мире. И это просто чудесная история, потому что мне было непонятно, точнее, это я уже где-то говорила, это мне действительно очень интересно, если кто-нибудь видел хорошую новость про то, что же сделали с этим, как его, тренер это, да? Тренер Тимановской, вот что с ними сделали. Потому что, с одной стороны, они провалили свою работу, их слили в интернет, но с другой стороны, Лукашенко же увидел, как они старались ее уговорить. Вот мне непонятно, такие тренеры Шрёдингера, либо они то есть живые, кто в этом, то есть прав ли он или нет? Хороший вопрос, кстати, да? Вот, да. Что бы это было? Мне интересно, их похвалили, либо их наказали. То есть, с одной стороны, они очень старались, и все мы увидели этот стиль, как они вообще с ответственностью подошли к этому вопросу, а с другой стороны, вот так закосячили всю полностью операцию. Так вот, мне интересно, наказали их или А о нем сейчас слышно что-нибудь или нет? Нет. Нет, я думаю, его уже нет. Вот, да, если кто-то что-то знает, напишите, потому что мне прям дико интересно. Кстати, да, интересно. Но я все-таки за добрые новости будем выцеживать сегодня. Будем радоваться, даже если, к примеру, Олимпийские игры, прошли. Да, там были скандалы, да, там, как обычно, кто-то поехал наплевательски, наплевав на все, что происходит в Беларуси, но это же белорусы. Ну да. Это же, так сказать, наши родные, ваши родные люди. И неважно, может быть, они одумаются, может быть, это спортсмены, они же не все могут думать как-то глобально. Так вот, белорусы завоевали 7 медалей, прикинь? Хорошо, 7 медалей. Реально все ли белорусы были? Нет, официально по паспорту, да. Вот, я хотела сказать про Магомед Хабиб Кадимагомедов, да? Кадимагомедов, извините, да. Это белорусская сложная фамилия очень. И я помню, это древнебелорусская фамилия. Древнебелорусская. Кадимагомедов. И было просто интересно, что российский спортсмен, он тоже
примерно очень двоюродный брат, наверное, с одинаковыми. Два брата встретились на татами. Да, и это вот чувствуется, что братские народы, и вот это вот все. Ну, смотрите, но медали привезли. Хорошо, Плохо, конечно, что не привезли в Беларусь, да, вот лучше бы, я бы на их месте вот взял бы медаль бы и уехал куда-нибудь с этой медалью и сказал бы, вот, белорусы, это только ради вас, и я с ними домой туда, вот в Беларусь, не вернусь, потому что я не хочу это отдавать своему режиму. Вот так было бы правильно, но, я считаю, нужно гордиться, ну, хоть так, 7 медалей, литовцы, одну серебро. И что? И нету никакого, так а в России что творится? Ну, дали им там 2-е или 3-е место в этой гимнастике, да, а кого-то тоже там не наградили. Ну, то есть вот делать хай из всего, это ненормально. То есть мне нравится то, что Литва выиграла свою одну медаль и спокойно это восприняла, никого не обещали повесить, никого не выгоняли. Кроме медали на стену. Кроме медали на стену. То есть это такое, знаете, это медаль здорового человека. Так? То, что происходит в Беларуси и в России по части спорта, это Слушай, мне кажется, многим белорусам это даже такой шанс просто уехать из Беларуси сейчас, по крайней мере. Только не все этим воспользовались, и кто-то, большинство, вернулось обратно, хотя у вас был шанс, как мы и говорим. Вот. Но я считаю, новость хорошая. Ну, 7 медалей – это уже неплохо. У литовцев 1, и это очень хорошо. У белорусов 7. 7 раз хорошо. 7 раз, нет, 1 раз отлично, сколько там, 2 раза получается хорошо, потому и 3 раза удовлетворительно. И 3 раза нормально, вот так вот, и 3 раза нормально. Все, отлично, отлично. Но есть еще одна новость, которая меня прям порадовала, она классная такая, вот как японцы готовились к Олимпийским играм, и они под каждую страну сделали специальное кимоно. Ты видела это? Нет? Оно шикарно выглядит, смотри. Она с вышиваночкой. Да. А наши видят зрители? Конечно, видят. Да, вот так все это происходит. А не Андрей контролирует, а прям нервничаешь. Оль, не нервничай, расслабься и получай удовольствие, насколько это возможно. Да, вот такое кимоно пошили японцы, причем они сделали кимоно в честь каждой страны, которая принимала участие. Мне интересно, кстати, знаешь, вопрос такой, он не связан с Беларусью, какое кимоно было в честь свободных спортсменов российских? Не знаю, но, наверное, можно это найти. Интересно, вообще не знала, что они такие вещи делали, но, конечно, это приятно, это очень персонально, да, то есть это надо разобраться в культуре страны, которая приехала, и что-то вот сделать. Очень мне нравятся цвета. Не промахнуться с размером, самое главное еще. Он должен быть такой, чтобы любой бы влез бы туда, Беларусь. Но действительно очень приятное сочетание цветов. Не такой тривиальный, то есть тоже есть васильки, тоже есть буслы, там, например, да. Но крылья, ох, да. Вспомните, кстати, из хороших новостей, то, что в Беларуси придумали какой-то памятник чему-то там, не знаю, но там реально вот такой вот памятник, какой-то один василек и, конечно, колоски торчат по бокам, да, то есть если бы этим занимались сами белорусы для Беларуси, то это было бы раз в 1000 хуже, наверное. Ну, это было, по крайней мере, тут было бы 2 цвета, красный и зеленый преобладал. Да, а так что-то вот яркое, красивое и, главное, очень аутентичное. Хочется рассматривать, действительно, очень приятная вещь. Да, а еще больше хочется это все надеть. Надеть было бы шикарно. Хорошая же новость, да, отличная новость. Только про Японию, да? Только про Японию и чуть-чуть про Беларусь, да, потому что каждая страна, в принципе, 213 кимоно таких вот японцы пошили. И я думаю, что... они вот дали им, делегациям, такие кимоно? Интересно или нет? Не знаю. Я думаю, было бы красиво тоже жест, как раньше обменивались вымпелами, знаешь, такие флажочки были? Да, помню, конечно. Тоже вот именно, если каждая команда получила бы такое кимоно. Обидно, что она бы вот в современной Беларуси затерялась бы где-нибудь, скорее всего, в шкафу между грязными трусами. Скорее всего, нет, но такие вещи обычно перекочевывают в какие-нибудь дворцы, их выставляют в какой-нибудь дворец, вот так правильно, да, из ледовых дворцов. Да, я просто видела, как это, например, выглядит в Литве и в других странах, когда в парламентах, либо в каких-нибудь резиденциях общественных вывешивают
подарки от других наций, и обычно это интересно рассматривать. Вот такое кимоно достойное место бы заняло в такой коллекции. Вот нам Хотелось бы увидеть не такое. Сварбу пишет: награда за медаль у литовки, новая машина и денег получит. Вот Да, так, и денег сколько, получит. кстати, кто из белорусских наших зрителей знает, что дарили в этот раз белорусским атлетам, спортсменам за медали? Я помню, что в прошлые годы это были подарки в виде $1000, разных тысяч. Я помню, что у Казахстана как-то было вот в прошлые годы очень много, там за первое место до 150 тысяч доходило, у Беларуси таких цен не было. А в этом году я не решаю сказать наверняка, но, по-моему, было что-то в белорусских рублях. Вот если кто-то может прояснить. Алла Зуева пишет: краем уха слышала, не факт, но слухи такие, что спортсменов будут приписывать ко всяким спортивным школам, чтобы им не платить. То есть им дадут работу. Вау. Им просто дадут работу, чтобы они тренировали молодежь, и это, по-моему, самая лучшая награда. То есть тебе жизнь и работа. Ну, я могу сказать, что очень вероятно, что это правда, потому что белорусских спортсменов, которые выиграли медали, чествовали в каких-то разных городах, например, в Мозыре. И, по-моему, еще в какой-то Минской области, где-то в Солигорске, кажется. И мне так это стало непонятно, почему там. Да, и там были представители вот всех этих детских школ. Так я думала, это просто их, это, знаете, это вы этих спортсменов продаете, не только показываем, такая красивая, да, что они их привезли просто показать детям, может быть, в регионах. Ну да, что-то происходит. Слушай, если это вот правда, то, что написала Алла Зуева, их возили, собирали детей, и дети, как знаешь, в шоу-проектах выбирали себе наставников. То есть я хочу пойти, как-то фамилия белорусская сложная, Кади Магомедову, к примеру, да, вот, и идут мальчики, скорее всего, борцы туда, чтобы бороться. Вот, я думаю, так это и происходило примерно. А нам передают привет из Бостона. Прикинь, нас смотрят из Бостона. Супер. Никогда не была. Ребят, вы классные, всегда с большим удовольствием. В Гродно позвали еще в Бостон. Слушай, я тоже в Бостоне не был, поэтому если вы не против, приедем вместе. Возьмем еще наших друзей, товарищей и к вам приедем гостить. Когда-нибудь, может быть, но не факт. Следующая очень хорошая новость. Ты говоришь, что нету хороших новостей. Да. Ну, хорошая же новость, очень. да. Уроженка Жлобина, если вы из Жлобина, напишите нам. А может быть, даже вы с этой девушкой знакомы лично. Анастасия Савастенок набрала 400 из 400 возможных баллов на вступительных экзаменах. Это рекорд. Причем такое в Беларуси случалось всего лишь 2 раза. Вот это был второй раз. Это шикарная новость, я так считаю, и вот этим можно гордиться. Умные девочки. И даже не только умные, но и красивые, посмотри, какие. Ну, с одной стороны, вообще это прекрасно, но печально. Я же всегда в негатив, да, ты тут давай меня своими хорошими новостями, а тебя своими плохими. На землю будешь опускать. К сожалению, да, в Беларуси это не есть система, и, скорее всего, то, что так получилось, это целиком, полностью заслуга самой Анастасии. Потому что сама система образования в Беларуси, если ты поискал бы новости по поводу поступления в этом году, то, во-первых, во всех университетах недоборы, даже на бюджет есть, и плюс количество поступающих очень серьезно сократилось, и еще и вот эти баллы, по которым проходят, они просто снижены в самое дно. Минимум. Да, это говорит о том, что Анастасия действительно сюрприз для всей Беларуси. Уникум. Да, а большинство выпускников это такие средние руки двоечники. Потому что очень низкие проходные баллы для многих университетов эта ситуация не радует. И также я слежу за новостями образования. И, например, Левиант — это такой очень умный человек и создатель своей репетиторской школы. Он растит, собственно, таких вот чемпионов образования. И вот он говорит, что теперь для Беларуси вообще очень плохая ситуация складывается из-за того, что заграничные университеты постоянно улучшают свои возможности по поступлению. То есть можно подавать документы из Беларуси, можно поступать на какие-то подготовительные уровни, так, и это все говорит о том, что белорусским университетам с каждым годом будет становиться только труднее. В следующем году, считается, будет абитуриентов еще меньше.
Ну, значит, будет пускать первых по кругу просто. Закончили, надо еще поучиться немного, давайте поступайте заново, чтобы как-то у нас пятилетку на 3 года делать. И вот еще в 2016 году я посещала некоторые ваши министерства, и они рассказывали о том, что они сокращают все время количество образовательных программ, объединяют университеты, но просто потому, что это становится нерентабельным и ненужным, вот раздутые такие вещи. А в Беларуси до сих пор мы имеем очень много дублирующих университетов, многие из них находятся в том числе и в провинции, ну и, конечно, они не популярны. И это такое вот закапывание денег тоже, ну и, естественно, еще в белорусских университетах практически не бывает такой ситуации, что кого-нибудь отчислили в ходе образования, да, и это говорит о том, что ты можешь учиться как угодно, там даже скорее кого-нибудь возьмут с улицы. На 3-м курсе ты идешь случайно там, да, на работу, к примеру, да, тебе раз, и иди учиться. Да, это вот такая вот ситуация печальная достаточно. Ну, радует, что Анастасия поступает в Белорусский университет, и, возможно, она станет началом чего-то доброго и хорошего в нашей стране. Еще Анастасия поступает на факультет международных отношений, и это будущий дипломат. И я думаю, что если вот такие уедет из страны, короче. Скорее всего. Знаете что, давайте, наши добрые новости, Оля, добрые новости, поэтому пока она закончит, это уже будет новая Беларусь. Хорошо. Да, и она станет отличным дипломатом, вот умным. А может даже президентом, вот. А может быть даже президентом. Я бы за нее голосовала. Человек, который в белорусской системе... Слишком молодая президент была бы. Ну почему? Ну, так я же не говорю через 4 года после университета. А что, будем ждать, пока станет президентом ее? В перспективе. Один из. Я же надеюсь, я просто всегда надеюсь на то, что в Беларуси уже другой президент родился все-таки. Пусть он еще достаточно молодой, но хотя бы родился. Только, пожалуйста, пусть его Николя зовут. Да, вот, пожалуйста, же Николя. Это будет Настя лучше. Пускай Настя. Пускай Степан, не знаю, пускай как этого зовут, Магомед Хабиб. Да ну пускай уже Магомед Хабиб. Да, главное Николя. Новый немец президент. Да, но новость абсолютно хорошая. Хорошо. Анастасия молодец, и пусть учится хорошо, и главное не угробит свои знания в университете. Скажи, мне сложно поступать, набрать 400 баллов? Я же знаю, что вроде бы эти баллы, они собираются не только с экзаменов, там какие-то еще есть участие в олимпиадах, там, да? Не-не-не. Так как у тебя 400, это 4 сотни, да, то есть сотню ты можешь получить за 3 экзамена по ЦТ, и это еще аттестат. То есть получается, что в школе у нее тоже было полностью по всем статьям десятки. Эта девочка абсолютная отличница. Да. Одни десятки. Да. Десятки же у вас, да? Да. Подожди, а у вас? Десятки, да? Ну. Прикольно, у нас 11, да. Я помню, что классов у вас 12. Да, вот, для меня это было странно узнать, что у вас 11 классов. И мне такое казалось всегда, вы как будто вот такие у нас не доучились год. Ну, с одной стороны, да, но, во-первых, когда-то в Беларуси было 11 классов, и был первый до 11, это такая наследие советской системы, но у Лукашенко всегда были вот позывы к реформам в образовании. Вообще за время его правления было более 14 реформ, ну, каких-то, да, то есть они, конечно, не были ни системными, ни полезными, но какие-то изменения постоянно происходили. И вот на некоторый срок, не знаю, может быть, 5 лет каких-нибудь, сделали у нас 12 классов. И это был такой стресс для тех людей, которые учились, ну, то есть у тебя была 11-летняя программа. То есть ты уже в 11 классе заканчиваешь, тебе еще 1 год. Да, и то есть там как-то чего-то растягивали, что-то добавляли, но потом родился Коля, все про него узнали, и скоро Коля идти в 1 класс. И именно вот перед тем, как началась его личная учеба, снова свернули до 11 лет. И это опять было потрясение в плане учебников, в плане программ, в плане того, что детям пришлось иногда экстерном заканчивать какой-то кусок программы. Это ужасно, да, и теперь мы с ужасом ждем, когда же Коля пойдет в университет. Слушайте, то есть как это было? Вот Коля родился, точнее ему аист принес, потому что матери же нет. Он не родился, да? Да, он просто нашел его в грядке с картошкой, скорее всего, и вот он смотрит на него, думаешь,
Нет, вот это 12 классов точно не потянет, да? Не потянет. Вот это тут же видно. Из-за Коли у нас еще что поменялось. Время начала уроков. Когда попозже? Да, попозже, потому что Коля спать хотел утром. Ему там по кайфу с мигалками довезут из того пригорода. То есть это была проблема. Это прекрасная новость, слушайте, это хорошая новость. Ну вот. Ну и потом, в принципе, появились разговоры о том, что надо сокращать именно количество курсов в университетах. И у нас ввели вот такую систему, где-то стали уже 4 года учиться вместо 5, где-то осталось 5, медицинских осталось 5 плюс интернатура. Там еще не влезли в ту сторону. То есть я думаю, что если все-таки система наша сегодняшняя сохранится, то сюрпризов будет с каждым годом все больше. У нас школьники сейчас будет поступать в университет, а уже, видишь, к этому готовят, потому что там уже конкурсов, в принципе, нету. Ну да. Да, это же все к этому готовится. И при поступлениях будет так, типа, а сейчас можно не учиться, просто выбираешь профессию, получаешь диплом и идешь работать. Я думаю, так и будет скоро. Давайте перейдем к следующей доброй новости, очень хорошая новость про как раз таки образование. Вот этого молодого человека зовут Стелтон, он из США. Он в Беларуси был буквально неделю, гостил и после этого вернулся в США и начал изучать белорусский язык. Вау. Ему так понравилась белорусская культура, белорусские девушки, что он захотел познать это все еще больше и начал изучать уже в Америке белорусский язык. И он даже вот очень забавно, когда журналист спросил у него, понравилось ли ему в Беларуси, он ему ответил: мне было дуже приємно там быть. Витебск, я тебя люблю, я люблю тебя, Беларусь и Витебск, и белорусский народ, и особенно язык, мову белорусскую. Вот так вот. На русском говорила? Но это какой? Это же такой полубелорусский, полурусский язык. Нет, да? но только первое предложение на белорусской мове. Да, да. А потом уже такая смешанная пошла. Ну, либо он там говорил на английском языке в этом моменте, это же Нет, вот это вот цитата его. Это его цитата. Потому что он изучает так русский язык. Он знает, получается, или что? Ну, знает русский, да, потому что здесь, наверное, он как бы, может быть, его обманули, сказали, типа, что вот это белорусский язык, учи. И судя по учебнику, который он держит, тут написано белорусский язык. Ужас какой, кошмар. Поэтому что в этом учебнике? Где не взяли это? Вот что в этом учебнике, я как раз думаю, вот такие слова и будут там. Точно хорошая новость. Меня это пугает чуть-чуть. Ну, вот такая нормальная новость, да, типа, что вот иностранцы учат белорусский язык, который уже, я думаю, скоро будет вымирающим языком, когда весь там белорусский мир переходит на белорусский язык, на белорусскую мову, а у человека вот еще он такой белорусский язык. Старовер, как говорится. Белорусский язык. Но хорошая новость, что, по крайней мере, иностранцы интересуются культурой, она им нравится. Нет, слушай, я прямо хочу эту книжку. Хочешь достать книжку? Я прямо не понимаю, что в ней может быть написано. Белорусский Самый учитель, язык. подручный, там что-то написано. Подручник, может быть. Да. Ну вот, здорово, классно, я считаю, или это хорошая новость. Или это белорусский язык для русских? Может быть. Белорусский для русских? Ну да, ну например. Ну, может, нет, ну тогда... Вот, кстати, Андрей, я у тебя про белорусский язык хотела даже давай, спросить, потому что вот ты знаешь русский язык хорошо, но вот когда ты белорусский читаешь, он тебе прям похож на русский или нет? Знаю. Я родился в Вильнюсе. Да. Поэтому мне он похож очень такой на местный русский язык, потому что у нас местные слышат русский. Да, местные русские, они говорят, у вас такая смесь. Да, это смесь польского, белорусского, русского и литовского языка, поэтому многие слова, они похожи. Похожи. Поэтому, ну, что-то я понимаю, что-то приходится догадываться. Меня просто вот как-то подбешивает немножко, когда говорят, что белорусский язык и русские родственники. Мне кажется, что если взять вот истинного россиянина и посадить читать белорусскую мову, так, там тексты какие, сказки даже что-то, то мне кажется, что не будет так уж прямо просто. Поэтому я просто слышу, как ты тоже не понимаешь, там, где ударение поставить, какие-то слова, так, ну, то есть вот честно, я вот если абстрагироваться, я думаю, что белорусский язык даже больше похож на польский, чем на русский. Конечно, да. Вот. Во-первых, белорусский язык, он очень похож на украинский в первую очередь, а потом уже на польский, с чешским есть очень много. Нет. Видно? Видно, конечно. Все хорошо.
Это такое, это называется работа под прикрытием, да? Это вот наш всадник без головы. Без головы. Есть В такой манте. мемас на английском языке, когда два снайпера там где-то за углом cover me, да, и он его одеялом накрывает. Работа Прикольно. под прикрытием. Кстати, Оля, Да. у нас есть такой наш зритель Никита Колесников. Он у нас бывает на стримах, нет? Нет, не Ну помню. смотри, он пишет стихи. Причем пишет стихи всем гостям и гостям, которые приходят к нам добрые новости. Вау. Да, и я буду их зачитывать тебе от Никиты. Аж страшно, чуть-чуть. Не бойся. Давай. Стихи приличные, приятные. Ты все поймешь, полюбишь Никиту таким, какой он есть, и будешь это ценить. Итак, Никита Колесников. Оля, ты любовь моя, улыбка нежная твоя, с ума сводила и сведет, в любовь меня перенесет. Оля, ты моя мечта, в тебе и ум, и красота, ты драгоценна для меня, безумно я люблю тебя. Но, В каком городе живет? Куда там еще в гости ехать? Никита, напомни, с какого ты города? Он говорил, но я не запомнил, честно скажу. И еще Вау. одни есть. Да, Никита Колесников, еще одно стихотворение. Оля, я тебя люблю. Вроде бы 4 слова, но когда тебе их говорю, становлюсь я прям вишневым. Есть в них магия, я знаю. И если все идет от сердца, слово смысл обретает. Отворит любую дверцу. Вот так вот получай. То там уже и Контрольный Ямбом, был. и Хореем, я Да, так понимаю. Да, да. Вот тебе контрольный был еще. Спасибо, Чтобы очень. ты уже не встала бы. Прям после вообще. этих Никита, стихов. приходите к нам на стримы тоже. Приходите на стримы Напишите нам к это Ольге и будете про писать стихи Женю чаще. Соленкова. Писал, писал Да. Жене Соленковой стихи, Да. мне писал стихи, да, он Вау. вообще большой молодец. Никита, И это мы его талант. очень ценим. Да, это талантище, талантище. Следующая добрая новость. В общем, в Орше женщина пошла в магазин купить себе хлебушка, батончик. В общем, купила батончик себе, смотрит на срок годности, срок, когда он был испечен, хлебушек этот, а там завтрашняя дата стояла. Представляешь, не вчерашняя, не сегодняшняя, а завтрашняя. Что говорит только об одном, Что будущее есть. что Беларусь живет либо уже в будущем, но так себе будущее тогда. Ну это да, это хорошая новость белорусской Да. промышленности, потому что, например, когда я в Хойниках работала, это Чернобыльская зона практически, и там тоже вот сырки производили, и вот они тоже часто были из будущего. Это Да? нормально, да. Ну вот, смотрите, то есть... И, кстати, Андрей, дядя, работает водителем, и он когда-то из Спартака вез большую партию там каких-то шоколадов. завтрашних. Завтрашних, да, и там тоже, то есть, когда уже они проходили границу, то там очень не сошлось по Слушай, так накладным. это Так же что все это- логично, потому что пока ты, знаешь, производишь, к примеру, хлебушек, да, пока ты вот довезешь по тем дорогам, которые Надо в же, Беларуси. чтобы свежий привезли. Да, ты не понимаешь, сколько это может занять времени. Может, ты будешь неделю вести его, может быть, месяц. И он должен быть свежий, когда приедет. Поэтому клепай тут все, что угодно. Но самое главное, он... То есть хорошая надеюсь, новость свежий. в том, что неважно, когда его испекли, но он всегда к вам приедет свежим. Абсолютно всегда Да. будет свежий. По крайней мере, по этикетке он всегда будет свежий. Чудесно. Вот. Шикарная новость, я так считаю, потому что в Беларуси изобрели машину времени. Из будущего только. К Называется нам это- сюда. Это прямо эти обещания, вот эти вот Обещания. белорусские обещания. Ну. Слушайте, вот меня новость поразила следующая. Ты знаешь, что такое камбуча? Да, и недавно я реально узнала, что это тот самый чайный гриб. Да, это просто тот Никогда чайный. в жизни. У меня этот монстр, этот жил в банке, в холодильнике всю мою сознательную жизнь. Мне кажется, когда я родилась, он уже там был. Когда я из дома уезжала, он все еще был там. Мы не знаем, зачем он нужен. Мне кажется, моя мама тоже не знает. Это просто А такая... кто его туда положил? Кто его там выращивал? Честно, Непонятно, кто даже, да? маме, да, тоже кто-то дал, наверное, там еще куски этого гриба лежали. Я знаю, что бывает, некоторые люди его прям, банками хранят и что-то культивируют там постоянно, такой Да, процесс, да, так? да, У нас этого не было, он просто вот был законсервирован в такой небольшой, но, знаешь, это не знаешь, зачем оно тебе надо, но надо. Ну, надо, типа, у чтоб- всех есть, и у Да, нас должно надо, быть. чтоб стояло. Да. И вот у меня стояло, но никогда в жизни я его не пробовала, а камбучу попробовала, в принципе, первый раз в Литве. Но она бывает какая-то не всегда вкусная, зависит от производителя, иногда она какая-то химикатная. Мне очень нравится в Литве ваш
биржайский квас. Вот это кмина, которая там чего-то. Гира называется. Гира, да. Ну, это кмин, классно, ну, он из тмина, короче, да, делается. да. Вот. И там еще и камбучу они делают. Вот это вот хорошее. Вот биржу Дуона молодцы, а все остальные, ну, такой себе. В Реми лучше не брать. Если вы знаете, что такое Реми, это супермаркет большой, очень один из В Литве многих, просто наверное. очень интересная система с магазинами. Если вот в Беларуси, например, хоть Корона, хоть Евроопт, хоть даже Райповский магазин, то есть ограниченное количество товаров, которые всегда повторяются. То есть неважно, в какой магазин ты пошел, ты можешь купить там сырок Белакт во всех магазинах, там, или молоко там Гомельское во всей области, по крайней мере. А вот в Литве по-другому. Если ты хочешь какой-то специфический продукт, наверное, так они конкурируют между собой, да, что-то закупают такое необычное, и ты должен пойти именно в Реми, или именно в Максимум, или именно в Уки, а в другом магазине такого может не потому быть. что каждый магазин подчеркивает свою уникальность. Да, и это для меня прям удивительная такая вещь, что не везде ты можешь купить вот такую же камбучу, или там, например, я люблю капусту квашеную, и только в Уки она вот была такая с морковкой, очень вкусная и сладкая, в других местах она больше кислая, как из бочки, ну такое. Короче, трудно выживать, тут я хочу сказать. Да не трудно. В разные магазины ходить. Привыкаете, нормально живете, все хорошо. Так вот, к чайному грибу, возвращаясь, к камбуче той самой. В универсаме «Центральный», Это в Минске. это в Минске, да, продается камбуча на разлив. Супер. Вот то есть пришел туда стаканчик раз, мне вот камбуча. Так то есть пожалуйста. вот эти вот грибы, да? То есть, Вот эти грибы чайные, они, видишь, в банках Вау. стоят, значит, там, да, 50 копеек стоит стаканчик попить. Вот. Чайный, вот этот, вот, как мне кажется, это отвратительная вообще штука, чайный гриб. Ну вот ты рассказал, что какая-то непонятная смесь плавает в воде, и ты эту воду пьешь, то есть заливаешь в себя от этого гриба, и вот там это вот... экскременты гриба. Ну, в принципе, да. Продукты жизнедеятельности. Это как помыть дедок, эту вот воду пить потом. Ну, вот для меня примерно такая же штука. Не, ну то есть камбуча, когда она в упаковке, то окей, но если это Слушай, гриб, знаешь, да, то есть это вот уже кексы, другое. есть капкейки и есть Да. маффины. В принципе, Да. одно и то же, только цена отличается от первого, вот там кексов в раза 3. Геометрической прогрессии. Да. Потому что, в принципе, в названии все. Вот даже название, вот чайный гриб или камбуча. Ну, камбуча вкуснее же. И за камбучу ты готова платить вот даже не 50, даже рубь заплатить Не, а я бы можно. вот такой вот попробовала. Попробовала бы? Да, Я во-первых, бы даже не подошел, вот мне это страшно для было меня бы. реально хорошая новость, потому что, во-первых, мне нравится, когда люди берут свое что-то аутентичное, да, и это такой домашний стыд, да, который просто вынесли на большую аудиторию, и мне это приятно, это, то есть, знаешь, это говно, но это наше говно, да, то есть и мы будем его всем продавать, и это Made in прекрасно. Belarus. Я считаю, что вообще в будущем в Беларуси у нас в каждой деревне есть какая-то бабушка, которая мутит какую-то свою неведомую фигню, да, которая есть только в одной деревне, ну, в двух, например, так, по соседству. И я считаю, что вот именно вот эти вещи сумасшедшие, которые придумали в какие-то там времена, должны становиться изюмом. И супер, я бы обязательно не только бы сама это пила, еще бы привезла кого-нибудь и показывала. Мне кажется, брали бы только так. Конечно, потому что особенно хипстеры всякие приходили, выбирали, типа, что такое модное появилось. Что там, носки заквашенные, берем, давай, если это пьют в Европе, мы берем. Да. Или это, знаешь, или от руки на тетрадном листе написать камбуча. Камбуча, да, ча. Камбуча. И наклеить, и все, 7 рублей цена, и все пойдет как по Бабушкина маслу. камбуча. Я вот представляю эту бабушку, которая вот это себя выращивает камбучу эту. Да, и подожди, это в том самом Минском центральном универсаме, Да, да? да, И сегодня именно я читала еще одну хорошую новость, то, что в центральный вернулось пиво. Вот, так что все-таки А где можно... оно гуляло? Просто Где оно вообще бродило? Центральный универсам – это такое культовое место вообще для многих минчан. Я не минчанка, поэтому для меня не очень, но именно там люди собирались за недорого и атмосферно попить пиво. Вот. А потом сделали какой-то там ремонт, вымыли оттуда почти всю атмосферу, которая раньше там царила, и пиво там не продавали, вот только носками промышляли забродившими. А теперь уже будет тоже... Да, это находится на проспекте Прям в центре Независимости. такое, оно такое длинненько вытянутое место Именно, такое, да, да? там было где, мало, и вдоль... пахло перегаром там все, Да, да, Ага, потому всё, что точно, туда я там был. именно приходили люди, которые любили выпить именно, выпить так по-крепкому. И это было окей, поэтому пиво вернулось.
И это хорошо. Еще я хочу сказать, что, оказывается, на гиде Миноса на одной из труб, уже больше туда, в сторону Сейма, есть наклейка «Универсама Центральный». Я ее прям разглядела как-то среди ночи. Так вот приятно было увидеть эту вещь в центре Вильнюса. Вильнюса, да. Вот нам Алла Зуева пишет: ребят, ничего вы не понимаете, чайный гриб пришел к нам с прошлых веков. Я да, и понимаю. полезен он, вернее, Я считаю, напиток. что это супер. Правда, не всем этот напиток идет. Вот, но, видимо, да. Напишите, пожалуйста, Алла, чем он полезен, от каких недугов он спасает, либо вот, что он дает организму человека, к которому он подходит. А у нас следующая новость: в Березовском водоеме нашли рыбу-клоуна. В Беларуси, представляешь, рыба-клоун завелась. Жесть. Почему жесть? Это хорошо, если уже, значит, это белорусские курорты, Мальдивы белорусские, там рыбы-клоуны. И вот эта новость еще, если такая вырезка с прошлых годов. В 2004 году республиканская пресса растиражировала сенсационную новость, что в Белом озере нашли пираньи, значит. Угу, помню такое. Такая была, да. Также в Белом озере обитают пресноводные креветки. Свои белорусские Мальдивы, короче, да. Да-да-да. А вот... Ну вот, в принципе, да, креветки, пираньи, и сейчас появился еще рыба-клоун. Но и еще мы когда-то сами пауки у себя в деревне действительно нашли тарантула, и мы его еще потом передали каким-то людям, которые этими всеми вещами... Прямо этого большого тарантула? Да, и они появлялись 2 года подряд, и это, честно сказать, было немножко стрёмно, потому что говорят, что если есть один, значит, где-то есть семья. Рядышком. Да. Ну, это жутко, да, слушай. это жутко, у нас есть, остались, у них прямо вот эти вот лапки мохнатые, то есть вот в полосочку. Ну, он какого размера был? Большой, ну, вот так вот примерно. Ну, он не прям, ну, есть такие вот эти, которых лапы как в толщину моего пальца, да, тот был похудее лапы еще. Но он настоящий тарантул, и у нас остались фотографии эти. Мы их передали людям, которые могут сделать ему хорошо. Знают, чем его кормить и где держать. Да, и знают, где его эрогенные зоны. Да. Так. В общем, смотрите, чтобы сейчас, как вот все же закрыто, а людям хочется экзотики, поэтому я думаю, что вот экзотика сейчас может быть прямо в Беларуси, где-то в лесах, там тарантулы всякие. Не карпа половить, а креветку. Да, либо там я поеду на белое, там, либо там Озеро, куда там, да. Белое озеро ловить пираний. Жена скажет, ну все. И домой, чтобы жонка чистила. Допился, значит. Да, допился. А у нас есть видео сейчас, шикарное, как в Гомельском районе убирают коноплю. Сейчас же типа уже дожинки скоро будут, да? Дотеребили долгунец, перешли к конопле, да? Да. В Гомельском районе приступили к уборке конопли. На днях лучшие конеплеводы железнодорожного РОВД Гомеля все это срезали, удаляли, измельчали и закопали 50 килограмм травы. А Вот ночью пришли, откопали и начали запихивать в пачки сигарет и я думаю, они закопали, это как закатки на зиму, знаешь. Оно там это пока в камбучу превратится. Да, типа вот сейчас пока типа, нельзя, люди сейчас вот новость забудут. Посеяли на следующий год. Да, вот они посеяли. Они думали, что они нас похоронили, но мы семена, да. То есть официально это было А место, написали место, где закопали, нет? Там поставили знак, типа, осторожно, конопля. Там, внизу. 50 килограмм травы. Хорошая новость. То есть, я думаю, люди готовятся к зиме. Она winter is coming, и надо как-то веселиться, чтобы веселее это прошло. Люди закапывают. Зима будет суровая. Зима будет суровая, потом будут вот главное не забыть, знаете, как белки, они много прячут, потому что они забывают, где закапывали. Да. Они тоже все время, все лето они ее косят и прячут, а потом, чтобы зимой можно было найти. Потом будет поступить приказ, типа, идите, ищите, такие, Коля, а ты куда закопал это все? Типа, да я не знаю, да, наверное, здесь. Ну куда ни плюнь, там и найдешь. Там, я думаю, там, если копнуть глубже, можно не только коноплю, а и многое найти там можно в белорусской земле ископаемых. Кстати, вот, белорусская ископаемая. Вот еще там калий добывают, значит, да, вот еще будет траву добывать прямо из земли.
ее прям будут выкапывать ее, добывать, скоро поставят завод. Неограниченные перспективы, это, как это называется? Забыла слово. Неважно. Просто Беларусь сказочная страна, там вот люди закапывают траву и хорошо. Вот тоже, к примеру, свежая новость в Гомеле, тоже в Гомеле, кстати, там, наверное... Это после травы уже. Да, это уже после травы. Это потому что, сейчас, в общем, услышите. В Гомеле к пьющим прилетает дрон. То есть сейчас полиция, чтобы просто не ходить, я думаю, потому что... Полиция. Слушайте, милиция, да. Они просто дронов напокупали перед выборами, все думали, тут придется гасить там змагароў, а теперь, получается, дроны без дела, так они их на алкоголиков. Вот вообще... алкоголики, змагары у нас переводятся в Беларуси, алкоголики никогда. Дроны Я просто представляю, вот гомельские вот эти вот мужики-алкоголики сидят в кустах, значит, пьют, к ним подлетает дрон. Они, наверное, это еще и как мера борьбы с пьянством, да, уже второй раз все, мне пора домой. Да, все, мне пора домой. Так а что они прилетают туда дальше? Они смотрят, где вот люди, эти вот отдыхают, так назовем. Они там это пулеметы к ним еще не пристроили? Нет, они просто смотрят, и вот полицейские, они, наверное, сейчас такие вот толстые, ленивые стали. Милицейские, почему мы полицейскими называем? Милицейские сидят, значит, все, ага, вот там пьют в кустах. И только тогда они идут, они такие ленивые стали уже, чтобы не ходить лишний раз. Вот. Хотя это очень классная тема. У нас в Литве во время первого карантина нельзя было гулять большими компаниями. И вот в парке вот Вингис, знаешь где, да? В парке, если была группа людей, там больше 2 человек, к ним подлетал дрон и сигналил, звонил, типа разойдитесь. Жуть какая вообще. Вот такая классная штука. Нет, ну это уже вот действительно что-то из тех фильмов, которые мы смотрели в детстве, да, то есть теперь это стало такой вот реальностью, чуть жутко, я бы сказала, не хотела, чтобы он жужжал мне над головой. Никогда я пьяная, никогда я в компании, никогда. Но как средство борьбы с алкоголизмом, я думаю, это очень хорошее. Будем следить за этой новостью. Будем следить, да. Если вы вдруг, если нас смотрят вдруг алкоголики и к вам прилетал дрон, напишите, вот что вы в этот момент чувствовали. Интересно же. Вот классно, поделитесь с нами. А если еще не испробовали, то обязательно пейте вот у воды в парках и скверах, и вам обязательно прилетят. Да, если не помогает, тогда ищите, куда закопали 50 килограмм того, что съели. Это же в Гомеле, там недалеко. Кстати, точно. И точно к вам прилетит. Да, и мне напомнило вот это, действительно очень нравится мне вот эта песня Шнура про Иисуса, да, когда, не знаешь? Какая? Там Иисус. Да, да, ты прекрасен, как Иисус, да, произведение искусства. Когда они там это выпили, так это, а что там, типа, когда ты, главное, верь. Так и здесь. Все, да. Я даже вообще бы даже сделал бы еще, они же у них, типа, явно в Беларуси есть на каждого дела, скорее всего, да, типа, знают, кто этот человек, все, если дрон подлетал бы и голосом жены говорил бы, там, иди домой, домой давай. И хлеба купи. Ну, и хлеб купить. Никита Колесников, третье стихотворение, готово? О, не уверена. Третье, поехали. Ну, давай. Глаза не устанут нисколько, тобой любоваться всегда. Священная, милая Ольга, высокого неба звезда, храни тебя, Боже, повсюду, от всяких потерь и обид, а я тебе преданным буду, пока мое сердце стучит. Супер, спасибо. А мне, кстати, напомнило это гомельское телевидение, когда вот читали такие стихи, а после этого была песня. Вот мне прям песня хватает в этом моменте. Да, но красиво, спасибо. Красиво, и, кстати, Ольга, да, в переводе там с греческого святая, так что все. Ну вот попал. Все каноны соблюдены просто. Никита знает, знаток своего дела. Слушай, кстати, Никита, я не знаю, может быть, ты уже занимаешься такими вещами, но есть такая услуга поздравления. Стихи на заказ. Да, поздравления, стихи на заказ. Вот, кстати, эти вещи можно использовать, там тебе 3, 4, 5, 8 слов ключевых либо, Никита, есть такая услуга, эскорт называется, мужской. Вы пользовались бы большим успехом, ходили бы рядом и читали стихи, это было бы приятно девушкам, женщинам. Не, ну просто такие вот экспромты, это можно монетизировать. Саш 3% пишет, почему спонсорство закрыли? Как это закрыли спонсорство? Нас всегда можно поддержать чем угодно, хотя бы даже лайком, либо подпиской, но я думаю, что вы уже подписаны все, поэтому
а если вдруг оно закрыто, я думаю, наши сейчас фиксики проверят. Репостом можно. Репостом это обязательно. Обязательно репостом. Это вот ссылка в описании. Жмите на ссылку в описании, мне вот подсказывают сейчас, и вы попадете туда, куда вы шли. Да, и подписался сам, подпиши бабушку. О, вот это прям такой, да, социальный этот лозунг. Следующая хорошая новость, очень красивая, просто классная новость. Я даже покажу тебе, открою файлик такой. В Минске вот сделали такой крутой таймлапс. Сейчас, секундочку. Зрители наши увидят, а тебе я покажу, как это все выглядит. Очень красиво. Очень красиво. Ой, нет, это не то. Это красиво, смотри. В доме как сделали классно, да, типа Тетрис. Вау, шикарно, да? Это что такое? Это Паритет банк. Здание Паритет банка, видимо, да? Вот такой вот классная инсталляция. Это чудесно. Круто. Креативные белорусы. Я всегда поражался креативностью белорусов. Ты думаешь, что фотожаба? Если вы знаете, вот даже правда это, либо это монтаж, напишите нам в комментариях. Эффектно. Выглядит шикарно. Но сделать же такое несложно. Это же просто программируется, как если это умный дом. Это же Беларусь, да, точно, какой умный дом, да, какой умный дом. Ты фантазируй, но это не слишком, да. Ты меня называла. Но все-таки хочется верить в чудо и то, что это на самом деле правда. Если это правда, это прям замечательно. Ну а сейчас, Оль, мы переходим к моей любимой рубрике, которая называется РБ. Редкостный бред. Да, вот и первый редкостный бред. Все мы знаем, что Минск, ну, если не знаете, это город велосипедистов. И не так Нет, не знаю тоже. Ну, вот, будешь знать. Да, и сейчас там везде велодорожки, потому что что? Потому что спорт – это все в Беларуси. А велосипедный спорт, он прям это вот вообще все. Это вообще все. И мотовело все, и спорт да, все. Посмотри, какие шикарные велодорожки сделали. Шикарные велодорожки сделали в Беларуси. Ну, это как раз-таки для тех велосипедов, которые делают мотовело. Велопробег с препятствиями. Вау. Нужно перепрыгивать через барьеры. Шикарно же, да? Это только в Беларуси такое может быть. Я всегда... Думаю, Европа вообще еще очень много чего не испробовала. Благодаря Беларуси, вот видишь, можно расширить границы своего сознания. Здесь так тоже бывает. Либо в Беларуси летающие велосипеды, либо в Беларуси опускающиеся бордюры, вот эти вот под землю уходящие. Блин, так вот такие вот под землю уходящие вещи я только увидела под землю уходящие вещи, это вот то, что 50 килограммов, мы уже об этом говорили. Не, ну просто в Литве реально вот такие вот штуки есть. У них вот проспект Гедиминаса по выходным перекрывается, и просто в начале и там где-то почти в конце выезжают вот такие столбы просто из-под земли. Я такая, вау, у меня был шок. И такие вещи еще в Беларуси я видела только на границе с Литвой. Вот, так что все-таки, думаю, это еще архаичные бордюры, которые не научились пока прятаться вовремя. Да, но попытка уже хорошая. Попытка уже хорошая, поэтому вот это редкостный бред, который можно увидеть в Беларуси так точно. Если вы велосипедисты и сталкивались вот с этим, тоже нам напишите. Да. Очень часто в Беларуси можно увидеть вот такие пешеходные переходы, которые ведут из ниоткуда в никуда. То есть там нет ни дорожки какой-то, обычно это от клумбы к газону, но вот такого я еще не видела, да, это поражает воображение. У нас как-то в выпуске была тоже шикарная дорожка для слепых, да, вот эти вот, которая они с пупырышками такая. Она шла прям в дерево и дальше шла, это было шикарно, то есть это вот... Все для людей, все для людей. Не забываем об этом. Да, все для людей. Следующий редкостный бред. Вот такую шикарную лавочку, я так понимаю, что это в Минске, скорее всего, нашли. Это белорусское изобретение. Прямо вот есть лавочка. Кстати, забор мне знакомый. Это достаточно повторяющийся паттерн в белорусском это рука мастера. градостроении. Да, это, видать, один мастер. Урбанистики. Тут на лавочке написано, ты сидишь и, видимо, тем местом, которым сидишь, читаешь. Курение и распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено статьей там бла-бла-бла-бла-бла. Все. Ты вот сел, впитал в себя, значит, все это. И допил не и надо. пошел. Допил и пошел. Все. Вот, по-моему, это очень-очень хорошая идея. Вот на всех лавочках было бы так. В Беларуси, Это да?
какое-то просто это новое, как это назвать? Ноу-хау Какая-то, называется. ну, ноу-хау это как... Да, у нас вот How есть, no, у нас будет How рубрика no. в конце «Хауно» называется, белорусское «Хауно». Вот я бы туда включил бы, но это такая как бы еще, в принципе, и редкостный бред, но уже и как бы и «Хауно» белорусское. Но вот такие лавочки можно встретить. Что можно было бы еще на лавочках писать такое, чтобы люди прям познавали бы законы, к примеру? Я думаю, что они продолжат это творчество, мы узнаем, что еще можно, потому что у меня вариантов нет. Жопами читать, да. Я думаю, скоро такие надписи появятся на проспектах на земле, типа «будете ходить, можете урвать 15 суток», к примеру. Ну, просто так, потому что ходите. Ну, Очень да, приятно. да, очень похоже на Беларусь. Смотрите, Бобруйск. Была в Бобруйске? О, много раз. Бобруйск это ближайший город от моего поселка, Да. и это наш единственный поезд ездит именно в Бобруйск, из Рабкор Бобруйск. Вот. И, например, в моем детстве я часто ехала на этом поезде, который отправляется в 3:40 ночи, приезжает в Бобруйск в 5 утра. Мы продавали картошку там на местном рынке. Вот. Ой. А потом с этой выручки закупались всякими Вкусняшками, присмаками, да. либо Ой. одеждой, которой у нас в районе не было. А еще моя сестра училась в Бобруйском медицинском училище, куда я тоже хотела поступать, но в тот год, когда я была выпускницей 9 класса, его прикрыли, потому что медиков в Могилевской области было слишком много. Такая незадача. Вот. Ну а Бобруйск вообще люблю, и, честно, мне хотелось всегда в нем жить, потому что он достаточно провинциальный, как я люблю, но он близко к Минску, то есть от него час уже надо ехать, а не 2 часа, как из Октябрьского. Вот Татьяна пишет: Бобруйск круче Минска. Да, И согласна. Я с Очень вами, нравится, я тоже очень соглашусь, нравится. потому что в Бобруйске все тоже для людей, а особенно для детей. Посмотрите, какая шикарная песочница в одном из бобруйских дворов. Вот в таких песочницах вырастают самые крепкие дети. Это... Они и бабку слепят, и кладку положат, и еще арматуру согнут вот так вот. Видишь? Игрушки, короче, из дома принесли, да? Да. Вот и те, кто говорит, что все-таки Тут в Литве Бобруйск просто нет. валяются. Тут был праздник вот на днях, фестиваль световых фигур, представлений. Это вообще классная вещь. Мне вообще нравится ваш муниципалитет, это типа райисполком вильнюсский, который занимается постоянно развлечением туристов и местных жителей. И мне нравится, как они это делают. И это были такие тусни вообще по всему городу. И некоторые эти красивые штуки стояли рядом с детскими площадками. Мы видели, 12 ночи дети копают там, все, да. Ну и я понимаю, что, конечно, эти игрушки они с собой не принесли, они просто лежат там, пришел, покопал и ушел. Тут тоже игрушки вот тут лежат, вот, видишь? да, Тут тоже игрушки песочные лежат, потому что Потому что делятся люди. Делятся. Зачем? Ну, это такой лучше из шеринг дома называется. вынесли, Да. Это шеринг. Вот. Чтобы далеко не ходить из и Бобруйска. еще они учатся делать подкоп. Подкоп, да, выкапывают. Причем, видишь, смотри, 3 лавочки сделаны, одной нет. То есть для троих, то есть это такая песочница, чтобы сообразить на троих. Вот все, шикарно. В том же Бобруйске, раскрывая тему песочниц, опять же, все для детей. Во дворе поставили вот такую песочницу, посмотри. Как тебе песочница? Ее поставили, ты Ну, считаешь? конечно, поставили. Да, ее высыпали случайно. Да. Ну вот это песочница. А место-то какое хорошее, прямо вот возле дороги. Возле дороги, нет, да, ну, там травки да. еще много, ну как-то... О, Господи. Ну, шикарно же, да? Да. Слушайте, мне кажется, что Бобруйск это передовой город, потому что все же песочницы, что они их закрывают какими-то досочками, да, типа все мое, а это все для людей. Никаких преград нет, просто вот песок, садись, Максимально копай, максимально открытый город. открыто. Шикарный песок, это вот... Что тут сказать? Я да? просто пытаюсь Гениально. как-то вот... Мы еще просто не развились до того уровня, чтобы Да, вообще да, выразить весь Батоны из спектр. будущего, песочницы из будущего. Это страна будущего, которая застряла в далеком-далеком прошлом. Вот только в этом, наверное, причина. Шикарная новость, следующая тоже. Редкостный бред. Только в Беларуси
в нашей любимой Богоруси. Богорусь. Богорусь, потому что там Боже великий усатый правит. Поменяли знак Витебска. Да, Витебск. Витебскчане сейчас есть, да, вот это Витебск. Я всегда поражаюсь. Знаете, я поражаюсь, знаете чему? Я знаю, насколько много согласований проходит вообще любая вещь, которая выходит на большой мир, да, как наши газеты читают 7 человек, и они все равно выходят с ошибками. Я уверена, что и вот эту вещь тоже перепроверили 500 человек, но вот... Ну, а ты же, наверное, знаешь, как это происходит, чтобы что-то там сделать, выставить, нужно куча подписей собрать. Конечно. Куча проверок. Они уже думают, блин, не та буква, думаешь, опять по кругу идти на мать, вот так пускай. А уже все и так нормально. Никто не заметит. Да. Проще на картах исправить уже будет, чем этот знак. Историю перепишем не в первый раз, ничего страшного, все нормально, поет Витебск будет сейчас. Жесть. Витебск, точнее, а не Витебск. Витебск, да, Витебск. А теперь этот будет, какой там, славянский базар в Витебске. Витебске. Привыкаем, запоминаем. Я понял, это чтобы замести следы. Люди не хотели ехать на славянский базар в Витебск. В следующем году скажут, типа, у нас в Витебске сейчас. Да, и люди, это может быть что-то новенькое будет, что-то другое. Будет какой-нибудь славянский базар, назовут Барсбад какой-нибудь там, не знаю, сделают. Ну а что? Славянский базар в Витебске. Шикарное название, но международного величайшего фестиваля. Ну, вот эту новость, конечно же, уже и обсуждали вчера чуть-чуть, что Гродненская епархия перекрасила на своем гербе изображение ленточек БЧБ. Ну вот, все, Лукашенко божество официально. Да, перекрасил. Но перекрасили в какой цвет? Фиолетовый. Пахнет чабор. Да. Пахнет чабор, перекрасили. И вот мы вчера пытались что-то с этого это тоже объяснить. провокация. Да, короче. Почему фиолетовый? Ты внимание обратила? Многие БЧБ надписи перекрашивают именно фиолетовый цвет. Да, так потому что пахнет чабор, пахнет вечно. Да? Чабор это чебрец, фиолетовые маленькие цветочки. А я думал, что фиолетовый это цвет безумия. Знаете, цвет каждому безумия. свое. Да, Нет, поэтому просто, свой цвет оставить надо. Сейчас это, конечно, будет позорно, потому что я не помню, кто написал стихотворение. Кто написал, Таня, стихотворение? «Пахнет чабор». Загугли. «Пахнет чабор». Да. Никит Колесников, вот стихотворение, найдите, пожалуйста, нам... Да, вот это наш флаг. Вот, смотрите, флаг-то фиолетовый. Это же наш на флаг, самом-то деле. Да. Наш. Да, вот он. Он не ниже. нет, Вот смотрите, давайте покажем. Надо. Во. Потому что красный официально заменен на фиолетовый в Лукашенковской Беларуси. Все. Петрусь Броука. Ну-ка, дай мне есть. Дай зачитаю этот, чтобы ты понимал, что это не только про сумасшествие, это еще и... И про васильки эти ваши, да, цветочки. И про чабор. Это не чабор. Но у вас тоже есть. Как это называется? Кто? Чебрец. А на литовском как? Чобряли. Вот оно. Так вот что, оно. есть? Так, стихотворение. Да. Тут пахнет чабор, тут всегда повторяется. Легкие кроки на вужской стяжинці, девчина у белой искристой хустинцы, быццам обсыпана промнями зор. Пахнет чабор. Вот. И, то есть, кто-то зачитал этот стишок в интернете и стали отвечать «пахни вечно». И вот таким образом... Чабор пахни вечно. Да, теперь у белорусов можно найти даже они себе аватарки делают с этим и меняют на фиолетовый, так что это все равно БПЦ, так сказать, отдала дань уважения змагарам. Молодцы. Поэтому вот это хорошая новость, но у нас это рубрика «Редкостный бред», потому что перекрашивать то, что исторически, так было и есть. Лукашенко правит миром, потому что нет ничего, что в его угоду не может быть изменено. Да и все. По боку того Иисуса, короче, с этим его БЧБ вообще, змагар. Еще бы, конечно. А следующий редкостный бред мы перенесемся в Гомель. Посмотрите видео, как в Гомеле косят траву. Шикарно косят траву. Больше песок косят здесь, а не траву.
Классика. Классика, ну да, потому что песок должен быть ровненький. Нет, так знаешь, что самое прикольное, то, что было 2 куста только каких-то, так нет, чтобы подойти и скосить 2 куста, но он упорно... Знаешь, просто в Вильнюсе это такая милота, у них тут на Лукишской площади есть газонокосилка, которая сама все делает, хускварна такая. Вот, и она соображает, она вообще ползает там как живая, вот с ней даже дети иногда играют. Она, если встречает какое-то препятствие, разворачивается, если там трава заканчивается, начинается асфальт, она тоже там уезжает обратно. Так, но, конечно, она же не видит, где трава, и она вот едет, пока не упрется во что-то. Вот этот мужик, он работает, по той же схеме, он тоже вот ходит, да, как трава. Пока не упрется в дерево какое-нибудь. То есть, скорее всего, у него уйдет весь рабочий день на то, чтобы обойти каждый миллиметр этой лужайки, все-таки вот этот последний куст такие... Самое главное, что потому что в Беларуси работа есть. Не важно, что она не нужна, но она есть. Вот сказали косить траву, то она косит. Траву, даже если ее и нет. К сожалению, это правда, то есть это один из самых наглядных примеров, но если мы посмотрим вот эти все пятилетки, которые вводятся каждые 5 лет, каждые 3 года пятилетка новая, да? Вот, и всякие их там планы социально-экономического развития, которые каждую пятилетку косячатся, да, но никто никогда не разбирается вообще, что там они выполнили, чего не выполнили, почему так произошло, то есть, ну, никакой рефлексии вообще нет. И в Беларуси весь труд, он не ради результата, он ради процесса. Да, полностью. Да. То есть и это касается абсолютно каждой сферы, но особенно государственной. То есть не важно, что будет сделано, важно, что ты в этот момент чего-то делаешь. Это как мем очень популярный, когда женщина пылесосит там какую-то Сахару, там, я не знаю. То есть, ну, это примерно как работают государственные учреждения. Работа ради работы. Смотрите, у нас, я понял, в Беларуси, ты говоришь, у нас магазины, и в каждом магазине есть там какой-то продукт определенный, который можно купить только там, да, у нас там вот есть капусточка-то в одном магазине, камбуча в другом магазине, и ты вот бегаешь. Так и в Беларуси. Каждый город, он уникальный, в каждом городе есть своя фишка. Вот в Бобруйске мы знаем, что фишка – это песочницы, да, ну своя фишка какая-то, черта отличительная. Так вот, в Гомеле это, как-то, покос. Ну, да. Да, вот смотри, это в Гомеле чувак косит песок. Не только покос, но и косяки. И косяки, да. Да, которые не закапывают. Так вот, в Гомеле, продолжу, в Гомеле, это еще не все, в Гомеле возле БМЗ косили асфальт. Посмотрите видео. БМЗ в Жлобине. Да? А почему? Ну, значит, в Жлобине. Я литовец, мне можно делать такие ошибки. Да. Да, ну, в общем, косят, значит, асфальт. Прикиньте. Ну, если Лукашенко... Кстати, про БМЗ, вот реально недавно в Матольке даже написали, в Матольке было, да, о том, что БМЗ горит. А я когда услышала от знакомой эту новость, я говорю, слушай, ну тут надо уточнить, потому что я раньше много была рядом с этим заводом, я торговала газелями, и мы туда приезжали периодически. И это такое страшное место БМЗ, вот можете загуглить даже БМЗ Жлобин. Он когда работает, вот когда у них загрузка есть, ты реально не понимаешь, он горит или он работает, потому что там есть, конечно, трубы, из которых... Нет, там есть трубы, которые, в принципе, из них должно что-то выходить, да, из других мест не должно. Но там вот дым, он прям из всех дыр, да, то есть из-под крыши, окон, да? Из окон, ну вот из всяких каких-то там швов, то есть из боку, то есть ты смотришь на это все вот так, вообще жесть просто. Страшное место, я не знаю, что можно с ним сделать. Это маленький ад. Там все горит и полыхает, да. Это филиал ада там эти. Представительство в Беларуси, представительство ада официальное. Следующий редкостный бред. Мне очень нравятся белорусские рекламщики, креативщики. Какую они делают вообще этикетки, рекламу всякую. Вот сейчас покажу тебе одну этикеточку. Да, какого-то алкогольного напитка, который называется «Огни Припяти». Представляешь? Я думаю, что если выпить эту штуку, то ты даже огней не увидишь, потому что ослепнешь, скорее всего, после такого. Но это вот верх белорусского креатива. Знаете, вот был у меня один знакомый, Александр Жук, который вообще на своей странице в Фейсбуке вот этот
ну, вот это вот направление искусства. Он ходил специально в торговые центры, искал вот эти вот чичеряночка, там, закат над Нарочью, там еще что-то. То есть, действительно, вот это дешевое вино, которое продают в Беларуси, хорошее, недорогое, как называется, да, вот, оно всегда стоит на полках в самом низу. Вот не поленитесь, обратите внимание, там столько Не внизу, душевности. а на дне, правильно На говорить, дне, да, да. на дне самом. Там столько вот лирики, вот просто какой-то Просто невообразимый. И просто... наклонитесь и почитайте как Нет, хорошую там, историю. Там и фотографии красивые, ну там и название. Это музей. Просто, да. И, ну, просто мы тоже очень всегда удивлялись, как вот рождаются вот такие названия, ну, и мы все-таки пришли к выводу, что, наверное, сначала тот, кто дегустирует на этапе производства, он же потом после того, как прочувствует весь букет, он говорит, это мы назовем огни Припяти. Наверное, как-то там очень душевная обстановка царит, и только вот в такой душевной обстановке могут рождаться такие прекрасные названия и вот такие вот красивые всякие пейзажи. Знаешь, я думаю, по-другому рождаются названия, просто есть два кулечка со словами. В одном существительном, в другом прилагательном. Просто они так типа так, тащим огни, и существительное, желательно, чтобы там был какой-то район Белоруссии, потому что там же так бывает, да, где там закат на там Орше, еще один, и Припяти, все. Голландский смак. Да, ну все же вот так делается. По-моему, мы только что с тобой рассекретили весь. Блин, ну я все-таки надеюсь, что они сначала маркетинг. пьют, а потом придумывают это хотя бы веселее. Я думаю, они пьют, придумывают эти кулечки, а потом уже оттуда достают и реально обзывают. одна из моих любимых, да вообще любимая, наверное, игра, это вот эта шапка, или как ее называют, да? Шляпа, да, когда ты 50 слов написал, кинул туда, да, еще там 20 человек кинули, и потом вот это билиберда, ну вот, что-то Ну, такое. вот, Ну, главное, что да. люди хорошо проводят время и дарят нам вот такое прекрасное настроение, не Если- только содержимым, но и внешним видом. Я уверен, что есть люди, которые коллекционируют эти этикеточки. Я думаю, прикольно было бы, да, например, сделать Ну, какую-то тогда, книжечку. да. Очень Я шикарно. считаю, что это достаточно достойная коллекция, может быть. Да. И вот есть еще одна в эту же коллекцию этикеточка, шикарное название, очень, очень креативно, на мой взгляд, и четко описывающая ситуацию вообще все. Вот такая белорусочка плюс водка. Супер! Это рецепт счастья в Беларуси. Белорусочка плюс водка и счастливый брак. Я сидел в белорусочке. Это когда вот сомелье сидел с белорусочкой, говорит, что белорусочка плюс водочка, и вот это хорошее название будет. Да. Ну, лучше не придумаешь, по-моему, да, это просто... Жалко, этикеточки нету, да, этого жалко, повернуть другой стороной, ну, шикарная, креативная. Да, Белорусочка плюс водка. Хочу эту картинку в Facebook. Да, я тебе потом скину. Хорошо. Я тебе потом ее скину. Это шикарно. Но смотри, судя по руке, либо у мужчины очень большая рука, либо очень маленькая бутылочка. Обратила внимание, да? Это была миниатюра. Да. Либо это детский вариант. Водочки имеется в виду, да, вот такой вот. Следующий редкостный бред, вот я поражаюсь всегда, вот Беларусь, значит, да, шикарная страна, и вот какая страна, такие там и клоуны, вот такие грустные клоуны, да, вот. Я смотрю, что это Петриков. Да. Петриков да. Это мой соседний район. Да, ну вот там вот такие клоуны живут, и счастливые дети. Жесть. Как Это же женщина, да? Непонятно, слушай, если либо женщина, либо кто-то, да. Вот есть такая поговорка, цирк уехал. Ну, дети, вот особенно девочка, которая сидит справа, ну, когда Я мы думаю, на что нее она бы хотела бы уйти, но она пристегнута к к этой ноге, женщине, да, к клоуну. смотри, она за нее держится, и ей сказали нельзя. А мы ничего не имеем против женщины, Отпускать. но вот это, конечно же... Не, мы имеем против, я имею против вот этого нашего убогого образования, или там кто там, культура их развлекала, да, потому что деньги не выделяются, Да. и все, вот это надо мутить из говна и палок, а дети наши уже тоже все-таки в интернетах сидят, понасмотрятся. Я думаю, они тоже понимают, что это все убого и неинтересно. И белорусские детские праздники меня вообще уже с двумя детьми, знаете, когда ты 2 раза проходишь садик, у тебя нервов не остается смотреть это все.
потому что каждый раз это какая-то дикая история про бабу-ягу какую-нибудь, которая все сломала, все украла, и тут вот надо чего-то сделать, чтобы как-то ее там типа победить, а в конце она типа стала доброй. Но это вообще, это максимальный бред, и мало того, что взрослые это уже не могут терпеть, ну и дети, когда ты 4 года ходишь в садик, ты уже тоже знаешь наперед, что это будет, то есть и каждый следующий утренник проходил все более уныло и уныло, то есть, но не люблю это. В принципе, иллюстрация этой истории, вот можно было увидеть ее. Я считаю, что вот в производстве этикеток для вина креатива в разы больше, чем вот в этих Производстве всех. клоунов в Беларуси. Вот так вот, аниматоров. Я думаю, они, может быть, как-то должны объединиться, и тогда всем будет хорошо. А может быть, это как раз-таки мы сейчас завершили эту формулу секретную. Белорусочка плюс водочка равно вот. Не знаю. Равно вот, что детский праздник такой вот, с таким клоуном. Смотрите, следующая шикарная просто картиночка. Государственное природоохранное учреждение Национальный парк Беловежская пуща. Там можно переночевать, и они сдают в аренду номера. Так вот, из плюсов в этом номере, знаешь что? Туалетная бумага. Раз, то есть она, видимо, не везде бывает, но здесь это номер люкс, видимо. Нет, стандартный написано. Но главное, двухместный с двухспальной кроватью. Было бы классно, если бы это был двухместный, но с односпальной Но без кровати, прикинь, такой, да, вот. В Беларуси все может быть. И что меня еще удивило, я вот только потом заметил, что из привилегий, из плюсов, знаешь какой? Это как в Беларуси может быть. Смотри, вид из окна. Вид из окна. То есть, я предполагаю, есть номера, где нету вида вообще. Это в подвале, скорее всего. Просто 68 рублей надо же что-то запихнуть, да. Вообще, белорусские гостиницы, это тоже печальная печаль. Я уже говорила, когда мы приехали в Полоцк, и там есть очень красивая гостиница, может быть, кажется, она называется «Двина», но прям красивое здание, такое полукругом. Я думаю, там просто не вместилось название 12. Не поместилось просто. Нет, и когда входишь, вот такая там лестница, прям шикарная, все вот величественно. Но я помню, что вот за такой стандартный двухместный номер с двухспальной кроватью я заплатила вот что-то тоже 65 или что-то рублей. Для Беларуси это очень дорого. Что там есть? А ни черта. Там был таракан. Например, вот это было... А он был написан прямо? У нас тараканы. Нет, вот как не плюс было. Это меня привилегий. так шокировало, конечно, такая грусть и печаль, потому что, ну, реально в белорусских гостиницах чаще всего живут тараканы, а вот с постояльцами есть своеобразные проблемы. В Беларуси тараканы не уходят, вот это вот большая проблема самая. Не говоря уже даже о гостиничных номерах. Вот. Поэтому вот... Я думаю, когда уйдет главный таракан, и он с собой всех и остальных тараканов ведет. Там есть услуга звонок-будильник. Да, звонок-будильник. Вот, да, звонок-будильник. Полотенце, звонок-будильник, холодильник, туалет, душ. Ну, тоже странно. Вот тут туалет есть. Шкаф. Прикольно, например, да. Ковровое покрытие. Знаете что, вот понимаете, есть же какие-то ожидания, когда ты заселяешься в отеле, что ну там будет все вещи, которые тебе нужны вот для переночевать. Но имейте в виду, в Беларуси, если вы не нашли вот такой список, в котором написан туалет, туалетная бумага, Вид там, из окна. вид из окна. Не жалуйтесь потом, если что. Да. Не жалуйтесь. Имейте в виду, что этого всего может там и не быть. И они будут правы. Да, то и есть, как бы, они не будут правы, подкопаешься. конечно, да, потому что как бы нужно читать внимательно. Я еще, знаешь, мы вот сейчас были в Риге с Женей, жили в Редисоне, и я вот читал, и там такого не было. Но благо нам, наверное, повезло просто, то... Это не глупые просто, не написали, а положили Да, вообще. да. Наверное, просчитались там и в Не минус ушли. экономные просто они, не экономные. Вот следующая рубрика называется «Белорусское хавно». How no. Да, белорусское хавно. Это то, что придумано в Беларуси, и только в Беларуси. Вот, к примеру, в Беларуси придумали ТикТок. Но в Беларуси ТикТок – это пельмени. ТикТок с говядиной, смешно очень. Класс. Ну, классная разработка, да? Ну, это, знаешь, это когда малой мамку конючит, говорит, мамка, ТикТок, а она ничего не понимает. Потом пришла в магазин, что хотела, Да, оказывается. да. Вот он, ТикТок. Еще разноцветные, это да, это Яркие, интересно. разноцветные ТикТоки. Шикарно. Можно Интересно- их в ТикТок снимать. Да, интересно Тиктокеры берите.
ТикТок сам знает, что у них вот открылся мерч, появился сейчас вот такой в виде пельменей. А ты знаешь, что в Беларуси есть Министерство антимонопольного регулирования? Есть такое в Литве? Ну да, конечно. Есть, да? Да. Ну, мало ли. Потому что у меня, например, вообще было непонятно, чем они там в Беларуси занимаются. И вот один из моментов, то, что они судились с Гуглом за то, что Google, видите ли, монополист и устанавливает на всякие разные телефоны, ну, типа... Приложение свое, значит, да? Да. Угу. Вот. Так мне кажется, что они теперь могут и с ТикТоком еще посудиться тоже. В этом есть точка роста какая-то. Это был план такой, мы сделаем пельмени и их засудим потом. Да. Да, и мы их засудим потом. Вот White Wolf пишет: если я их ем, я тиктокер. Да, вы тиктокер. Самый настоящий тиктокер. Все, ешьте пельмени тиктоки, будьте тиктокерами. Следующее How No, это шикарный How No, по-моему, это шикарная разработка. Я бы посоветовал бы всем странам взять это на вооружение, особенно там, где процветает бандитизм. А в Беларуси, как мы знаем, он прям там уже расцвел. Шикарно, смотри, вот многие опрометчиво ставят вазоны прямо на улице, цветы на улице растут. Но они же не понимают, что люди могут их красть, да? В Беларуси понимают. Да, понимают. Потому что у нас не только вазоны могут спереть, но и выкопать еще что-то. Да, поэтому в Беларуси придумали шикарную вещь. Посмотри, вот так они охраняют вазоны. Классно, да? Блин, они ну вот то, что там красоту повесили. Вообще капец. Сделали красиво. Слушай, еще не было вашей программы, но How No уже были в прошлом году. Я помню, что вот такие же петунии, в Беларуси кроме петуний в принципе ничего нет, никаких других цветов на улицах. Так они в каком-то тоже, не в Минске, в каком-то другом городе, они их просто вот в клетку, да, посадили, сварили какой-то из арматуры, какой-то каркас и накрывали целую клумбу вот этим вот всем. И это, конечно, эпичненько в Беларуси в 2020-м выглядело на все 100. То есть все в тюрьме, цветы тоже в тюрьме. Абсолютно. Все самое красивое должно быть под присмотром. Это называется мы вас не посадили, мы вас сохраняем. Да. Следующее How No, вот это вообще вверх. Это вверх наивысший, вот так скажу правильно. Смотри, сейчас большая проблема в Беларуси. Дорожает бензин. Да, постоянно, причем по чуть-чуть, по копеечке, все дороже становится. Люди не глупые белорусы. Я согласен, что белорусы это самые креативные, самые умные люди на земле. Они решили проблему с подорожанием топлива. Посмотри как. Посмотри, что они сделали. Посмотри, это шикарно, по-моему. Но? Класс? Ну да. Трава не переведется. Траву косят по 50 килограмм. Так шикарно, что, да. все. Трава не дорожает, значит, стабильная она. Хоть что-то стабильное в Беларуси. Можно ее есть, кормить вот коней и на этом ездить. Ну это уже, знаешь, новая модель какая-то, потому это новая модель. Белорусы, в принципе, такими вещами пользуются уже давно. И когда-то в моем детстве у нас ездили в таких синих, были машины-инвалидки, и была машина Запорожец, которая еще самые-самые первые, которые были синего цвета, а не оранжевого. Вот, так они вот тоже... Это сохраняет традиции, называется, до сих пор. Из поколения в поколение передаются вот эти умения и традиции. Вот на этом, это была последняя новость в рубрике How No, но есть последняя добрая новость. Последняя новость. На сегодня, я надеюсь, не последняя, да, на сегодня последняя в нашей передаче очень хорошая, добрая новость, это без шуток, без сарказма, потому что это здорово. В Мозыре житель одного из домов по улице Чапаева решил угостить соседей и прохожих, и вот так выставил груши на заборе и написал «Угощайтесь». Вот это да. Ну здорово, классно, по-моему, это прекрасная новость, и вот эта новость хорошо было бы закончить. Да, кстати, и во-первых, это классная идея, потому что я точно знаю, что
у всех трудолюбивых белорусов, как у меня это в деревне было, ты вот сначала сажаешь без памяти, да, а потом не знаешь, куда это все девать. Ты уже думаешь, ты уже, как моя мама говорит, я уже эти огурцы перестала и поливать, чтобы они там сдохли, потому что уже они прямо свиньи не едят уже, да, да, все это, никто да. уже не ест, ни свиньи, никто. И я уверена, что у белорусов дома есть не только груши, кабачки, Да, тыквы, там, да. огурцы те же самые. У кого что наросло, вот действительно делитесь друг с другом. Супер. То есть это опять же... Вот это действительно хорошая новость. Да, это очень хорошая новость. Ми-ми-ми. И что еще доказывает, то что белорусы, они прям зайки, котики и лапоньки. Ну прям им хочется вот обнять всех. Да, хочется обнять, потому что эта идея шикарная. И самое последнее, что тоже... Мы можем клип показать сейчас? Шикарно. Мы как раз таки покажем клип и закончим. Люди посмотрят его, а нас уже не будет здесь. Мы прощаемся. Очень шикарную. На прошлой неделе был День строителя. Да, и вот Могилевский домостроительный комбинат нестандартно поздравил вот всех рабочих и сняли очень крутой клип. На самом деле очень крутой клип, который заедает. И я думаю, что вы, когда его посмотрите, вы тоже будете ходить и напевать эту песню и даже пританцовывать так, как в этом клипе. Это тоже без шуток, реально клево получился. Ну, кстати, когда-то МЧСники же делали Да. тоже всякие «Между нами тает лед», и там еще Да, другие да, песни да. перекладывали. Это было классно. Мне кажется, что должны все-таки вот такие серьезные мужики еще делать и что-то такое красивое, чтобы всем было приятно Ну там не посмотреть. серьезные мужики, но снят клип Несерьезные прикольно, да. мужики. Ну там, да. Несерьезные В общем, мужики тоже. вы скоро увидите, а мы бы хотели с вами прощаться. Сегодня у меня был в гостях Оля Паук. Добрые новости, мы старались как-то все это в доброту переводить. А я все время Это не всегда получалось. пыталась. Да. Но Не я могу. думаю, если Оля будет чаще к нам заходить, я ее перевоспитаю. Да, потому что, ну, действительно, на меня иногда наезжает, что я все время пессимиздю, ну, типа того. Да, но такая есть. Поэтому мне нужно вот это переформатирование на добро. Ты ко мне приходи, как в санаторий сюда. Окей. Будешь чувствовать, что тебе договорились. плохо становится, я тебя всегда жду. Супер. Все. Спасибо большое, что были с нами. Подписывайтесь на канал. Завтра к комменту не забудьте. 8 часов. Ну, а сейчас смотрите клип. Он реально крутой. Пока. Пока. Я со строительством свою связала жизнь. Растет карьера, как в высотках этажи. Проекты, сметы, договоры, платежи, чертежи. Он тоже преданный сотрудник ДСК. И между нами дел текущая река. Но в личной жизни строим замки из песка. Пока на работу едет на десятке. Свою девятку завести не смог. Я кружилась с ним на стройплощадке. Кружил над нами монолитный блок. Горы гравия и песка, наши будни на ДСК. Снова стройка кипит, растет до неба дом. Столько сварщиков, маляров, штукатуров, крановщиков. Только я почему-то думаю о нем. Мы обустраиваем город много лет. Мы сдали не один строительный объект. Красивый дом заметен всем издалека. ДСК! Давай поднимем за строителей бокал. За тех, кто новые высотки создавал. Кто строит здания надежно на века. ДСК! Лучше всех на работу едем на десятке. В окошко дует легкий ветерок. Я кружилась с ним на стройплощадке. Кружил над нами монолитный блок. Горы гравия и песка, наши будни на ДСК. Снова стройка кипит, растет до неба
потом. Столько сварщиков, маляров, штукатуров, крановщиков. С днем строителя всех с почетным